Я когда сюда первый день пришла, я думаю, зачем я пришла? А с детками они жалобы не говорят же. То есть это протекает банально ОРВИ. Повышение температуры, слабость, утомляемость, вялость, бледность кожных покровов, синячки, геморрагические высыпания по всему телу. Есть такие дети, которые не хотят выздоравливать. Есть такие, говорят, если я выздоровлю, у меня мама обратно уедет в Россию. Я один останусь с бабушкой, с дедушкой. Меня зовут Урузбекова Айганыш Болотовна. Я являюсь заведующим отделения онкогематологии Национального центра охраны материнства и детства. А в профессии онкологии я с 2012 года. Это ординатура 2 года, с 2012 по 2014 год. И с 2014 по сегодняшний день непосредственно уже в отделении онкогематологии. Ну, я в онкогематологии раньше работала во взрослой онкогематологии до 2020 года. С 2020 года меня пригласили в отделение детской онкологии работать, пригласили в коллектив, и я согласилась. Ну, в основном мы здесь лечим детей от рождения до 18 лет. А к нам приходят дети с таким заболеванием, как рак крови, лейкозы, лимфопролиферативные заболевания. В основном детки с заболеванием крови у нас находятся. На 2-м этаже у нас в отделении рассчитано на 34 коек. У нас новое отделение. У нас все условия для того, чтобы детям было комфортно. Каждая палата оснащена санузлами, в каждой палате по 2 койки. Больше нет. Раньше мы, когда были в составе Национального центра онкологии, там были палаты по 8 человек. Это 4 ребенка и 4 матери. И представляете, в 20 квадратах 8 человек, у кого-то температура, кому-то тяжело. А здесь прям условия очень хорошие. Спасибо, то, что нам построили такую больницу хорошую. А по диагностике, конечно же, это очень тяжело. То, что детки болеют раком. Но учитывая то, что я работала во взрослой онкогематологии и сейчас работаю в детской, дети все равно, они более благодарные. Видишь эффект своей работы уже через несколько дней. Дети начинают играться, а кроме этого улыбаться. Когда им хорошо, по ним сразу видно. А когда во взрослой, все равно там быт, деньги, где найти, где что сделать, где доноров найти. Все равно пациенты знают о своей болезни, и это все переживают, и все равно они даже спрашивают, видишь по анализам улучшения, по клинической картине улучшения, но они говорят, все равно мне плохо, говорят. Не хотят принимать, у некоторых апатия наступает, да, психоэмоциональное состояние. А с детками в каком плане лучше? То, что им лучше, и сразу настроение повышается. И когда ты видишь эффект своей работы, хочешь еще больше отдаться и еще больше с детьми тоже, потому что мы к деткам привыкаем, наши детки по 1,5 года лежат в отделении, и мы к ним очень привыкаем. И когда бывают плачевные исходы, бывают благоприятные исходы, когда дети завершают курсы и уходят. А есть, конечно, бывают неблагоприятные исходы, тоже очень переживаешь, апатия. Говоришь, все, не буду работать, уйду, но потом ради других детей, других пациентов все равно возвращаешься. Бывают очень многие истории, когда детки приходят, мы устанавливаем диагноз лейкозы, мы очень долгое время общаемся с родителями, какие предпосылки к этому было, что могло вызвать, потому что детская онкология, если, например, взрослый, там образ жизни может повлиять, канцерогены, какие-то условия труда может повлиять на развитие онкологии, а у деток, они же вообще никакой вредности, ничего нет, например, тот же самый табак, маленький ребенок, откуда это все. И мы вот это все, в основном по всему миру дети болеют, статистика везде одинаковая. Хоть в Америке, хоть в Китае, хоть и в Японии, хоть и в Европе болеют от 12 до 18 детей на 100 тысяч населения в год, получается.
И вот эта статистика, она как постоянная. Например, у взрослых там, у нас, например, первое место, например, занимает у женщин молочка, рак шейки матки, например, а в других странах, например, где в развитых странах рак шейки матки практически, да. А в каждой стране разная статистика идет, а у деток такого нету. У деток всего мира одинаковая статистика идет. И поэтому точно, конкретно сказать причину именно развития детского рака никто не может. Но мы здесь проводим свои и анализируем свои, делаем анализы, и вот когда ребенок поступает, мы спрашиваем обязательно, что было, как было. А был даже такой случай, вот недавно у нас лежала девочка, 2 месяца назад машина сбила брата. И девочка 2 месяца была в депрессии из-за стресса, то, что она пережила, у нее лейкоз вышел. Бывают дети, те, которые... очень много детей-мигрантов, потому что они хотят быть с родителями. И подсознательно, если они заболеют, родители приедут. Есть такие дети, которые не хотят выздоравливать. Есть такие, говорят, если я выздоровлю, у меня мама обратно уедет в Россию. Я один останусь с бабушкой, с дедушкой. И мы вот работаем с психологами совместно. У нас в отделении есть психолог, который мы непосредственно занимаемся комплексной работой. Психологи, врачи, медсестры, чтобы вот это все. Бывали дети, что отец умер, через 2-3 месяца ребенка тоже лейкоз вышел. Такие тоже случаи есть. А во взрослой онкологии было такое, что мать стояла на балконе, а сын выезжал, и машина врезалась. Получается, машина на большой скорости ехала и врезалась в машину сына. И вот в такие стрессовые ситуации и вызывают, получается, потому что клетки с каждой секундой делятся, и какой-то фактор извне, и клетка неправильно поделилась, за счет этого выходят бракованные, ненужные клетки. За счет этого и появляется в последующем. Ну, так предполагаем, потому что мы все связываем с вот этим. И если брать в отделении у нас, в основном дети, у которых родители в России. Или дети, у которых в разводе дети. Таких полных счастливых семей очень мало. Ну, в год примерно онкология заболевает. Раньше мы, когда были в детской, при Национальном центре онкологии, у нас было 100-150 новых случаев, да, онкозаболевания. Но сейчас увеличилось за счет того, что Национальный центр охраны материнства и детства отправляет на консилиум к нам детей с подозрениями, и мы сразу же оставляем. И ложим, и дообследуем, и лечим. А они, как было раньше, они пишут выписку, дают на руки, езжайте в онкологию. А когда наши, вы знаете, все люди слышат онкологию, не хотят верить, и многие не попадают к нам. И вот поэтому терялись. А сейчас, учитывая то, что вот это все работает, получается, каждое отделение уже непосредственно знает, что мы здесь находимся, и непосредственно на консультацию отправляет, мы сразу же, если видим, что онкология, сразу же оставляем. И какая сейчас статистика? У нас где-то в год 200-220 новых случаев онкологии появляется у деток. Вот. Одна пара долгое время не могла иметь детей. Они усыновили ребенка, взяли с детского дома. Через 8 месяцев у ребенка устанавливается рак. А у нас даже есть родители, которые устанавливают даже какой-то отказываются же, говорят, не нужен мне больной ребенок. А здесь родители прям держатся за этого ребенка, хотят вылечить, они более ответственные, прям любят этого ребенка, обожают. Ну, они тоже как бы қолында жоқ-то все равно, но они ищут деньги. Мы попросили их сделать дорогостоящее обследование, которое у нас не делается, и вот они собирают деньги тоже. Такие тоже есть родители, которые не могут иметь своих детей, но они установили больного ребенка, то, что ребенок больной, но они прям трясутся над ним, прям любят, обожают.
Есть такие родители, которые бывали, своих детей избивают тоже. Были такие случаи. Первые признаки лейкозов – это те детки, которые часто болеют. И начало лейкоза многие не могут определить. Это протекает как банально ОРВИ. Повышение температуры, слабость, утомляемость, вялость. И многие пациенты у педиатров лечатся, не видят улучшения, и потом только в конце додумаются, может, в онкологию, может, кровь сдадим, посмотрим, и только тогда, когда видят анемию, тромбоцитопению, лейкоцитоз или лейкопению, ускоренное СОИ, только тогда отправляют к нам на консультацию. И мы сейчас проводим работу, чтобы именно просим Минздрав, чтобы интернов, ординаторов всех пропускать через наше отделение, чтобы они хотя бы недельку побыли здесь, посмотрели, какие бывают детки, с какими жалобами поступают, чтобы не пропустили они детскую онкологию. Вот. Лейкозы, в свою очередь, делятся на две большие группы – острый лимфообластный и миелобластный вариант. Лимфообластный чаще у детей встречается, а миелобластный чаще у взрослого населения. Вот. Часто к нам поступают дети с высокой температурой, бледность кожных покровов, вялые, слабые, увеличение внутренних органов – это печень, селезенки, также лимфоузлов, и синячки, геморрагические высыпания по всему телу. Если они ударяются, то появляются синячки. Это вот первые признаки того, что нарушение получается в анализах. Для проверки основное, то, что нам необходимо, это надо сдать общий анализ крови, развернутый анализ крови, УЗИ внутренних органов надо сделать. И также, если есть подозрение, мы уже здесь непосредственно проводим пункцию костного мозга, где мы видим раковые клетки и смотрим, к какой группе они относятся. Самолечением не заниматься в то же время. Потому что многие у нас самолечением дотягивают. Бывает такое, что врачи отправляют к нам, а они не хотят, не верят. И только тогда, когда уже ребенок пластом лежит, уже в тяжелом состоянии, только приносит и говорит: пожалуйста, помогите. Такие тоже есть родители. Когда ты со взрослыми работаешь, сам совсем по-другому. А с детками они жалобы не говорят же. Ты смотришь в глаза и по глазам видишь им, как плохо, хорошо. Я когда сюда первый день пришла, я думаю, зачем я пришла, с детками сложно. А сейчас уже привыкла, и уже в каждую палату заходишь и чувствуешь в динамике, видишь улучшение, когда улыбаются, когда к тебе тянутся дети, приветствуют, каждый раз рисунки рисуют, вот эти поделки приносят. И у нас есть традиция каждый раз, когда уже в течение 2 лет ребенок завершает, у нас есть колокольчик и медали. И мы им выдаем медали, то, что вы молодцы, вы одолели этот путь, дошли до финиша, и что завершили вы курс лечения. Вот вчера только 2 выписали так. Колокольчики, они вот так проходят и уходят. Все пациенты выходят, провожают, все родители внутри себя думают, хоть бы мы тоже так выписались.